Мы находимся возле одного из самых красивых зданий в Сыктывкаре и, наверное, самых умных. Это Национальная библиотека. И недавно она открылась после ремонта. Давайте же зайдем внутрь и посмотрим, как там. В фойе библиотеки читателей встречает Владимир Ильич Ленин. И это неспроста. В советское время библиотека была названа его именем. Можно сказать, что сегодня это уголок, это связь поколений, времен. Владимир Ильич сидит с рукописью в руках, с пером. И тут же в 2022 году уже размещается электронный каталог, где можно через систему поиска найти необходимую книгу. Принимаю поздравления, ведь мне удалось справиться с этой новомодной машиной, и я смогла найти необходимую для меня книгу. Раньше люди стояли очереди в библиотеку, многие книги не выдавались на дом, поэтому читатели оставались здесь, конспектировали нужную информацию. Сейчас для новых знакомств мы пользуемся социальными сетями, сайтами знакомств, а раньше библиотека была одним из мест для общения, поиска новых друзей. Национальная библиотека – старейшее учреждение культуры в Республике Коми, одна из старейших библиотек на европейском севере России и крупнейших по объемам книжных фондов. На протяжении 180 лет несколько раз менялся статус библиотеки, ее приоритеты, осуществлялись качественные изменения в работе, связанные с социальными, культурными переменами, с нарастанием потока поступающих в фонды документов, увеличением количества пользователей. Сейчас в библиотеке множество электронных устройств, современные залы, а в 1849 году библиотека была в самой отдаленной глуши Вологодской губернии, в месте, где прекращается почтовая дорога и за которой лежат непроезжаемые леса и тундра, и являлась большим культурным событием, как писал журнал Министерства внутренних дел. В Национальной библиотеке Елена Ивлева работает уже 45 лет. Она – главный библиотекарь отдела основного хранения фонда. Большая честь разговаривать с людьми, которые увидели изменения от очередей до полной автоматизации библиотеки. В библиотеке работаю с 1976 года. Здесь мы стоим с вами на очень исторической плитке, которой более 60 лет, наверное, я так думаю. Именно входная группа, цоколь, они все вот сохранились. То есть мы стоим на исторической плитке. Она в ходе ремонта очень была подвержена всяким краскам, деформациям, но благодаря рукам библиотекаря мы вот тут ползали, сами очищали каждый вот эти заморашки, там строительные какие-то. Это только для того, чтобы вот именно сохранить. Я еще застала время, когда у нас по выходным дням особенно большой был наплыв читателей. И есть вот в библиотечной статистике такой показатель, как обращаемость фонда. Вот у нас в данном случае мы применяли вот этот показатель обращаемости, обращаемость стула, востребованность вешалки в гардеробе, потому что в выходные дни здесь был такой наплыв читателей. Читатели стояли вот не просто где-то там у кафедры выдачи, они прямо стояли по лестнице и ждали своей очереди. Их очень оперативно при этом, правда, обслуживали библиотекари общего читального зала и всех структурных подразделений отраслевых, которые были в библиотеке. Их было тут очень много. Раньше в библиотеке были очереди, а сейчас их нет. Даже книгу можно взять сейчас онлайн через сайт Национальной библиотеки Республики Коми. Многие стали пользоваться электронными версиями книг. Для меня это особое удовольствие прийти в библиотеку, пройтись по залам, выбрать книгу для чтения и листать бумажные страницы. На втором этаже библиотеки находится читальный зал. Раньше здесь стояли огромные столы с зелеными лампами, как у Владимира Ильича Ленина. Между столами были красные ковровые дорожки, чтобы не было слышно звука шагов.
Сейчас здесь удобные диванчики, передвижные столы, проектор, зал из рабочей зоны может превратиться в концертный зал. Стеллажи и полки стали удобными для читателей. Сейчас мы можем увидеть все журналы лицом, да, посмотреть, что нас может заинтересовать. И у нас вот эти вот ящички, они не только экспозиционные, они у нас секретом. Да, их можно так вот открыть и увидеть подборочку журналов, да, которые мы видим здесь за год. Пойдемте газеты еще покажу. Вот это вот новые газетные стеллажи. Вот они выглядят так, они как комодики маленькие. Мы открываем. Да? Они у нас подписаны, мы открываем, достаем газету, можем сесть с ней, поработать за стол, или мы можем разложиться здесь, полистать, пофотографировать, если нужно, да, какие-то статьи. На втором этаже фойе библиотеки размещены барельефы известных людей. И здесь вы можете проверить себя на знание известных писателей. Сверху на стенах размещены барельефы именитых людей литературы. Имена скольких из них вы сможете узнать. Сейчас в библиотеках проходят встречи литературных клубов. Например, есть книжные хроники. Хрониками назвались, потому что говорят, что любовь к книгам не излечивается. Они встречаются, обсуждают прочитанные книги, делятся эмоциями. Вообще литературные клубы сейчас в моде. Их сейчас в городе есть не один, не два, их несколько. И люди с удовольствием встречаются. То есть сейчас книги читать это модно, да? Быть интеллектуалом начитанным, да, с широким кругозором это модно, это хорошо, и люди вот к этому тянутся, стремятся. В отделе краеведческой и национальной литературы тоже есть свои клубы. В нашем отделе есть клуб «Книжное открытие». Клуб «Книжное открытие». Раньше мы там демонстрировали или ознакомили наших читателей с новинками краеведческой литературы. Но нужно сказать, что этот клуб, он уже разросся, и сейчас мы работаем не только в стенах нашей библиотеки, но и на всю республику. Презентуем книги. Здесь же, тоже можно его назвать клубом, это Том.ру. Том.ру, где мы знакомим наших читателей с молодыми писателями и поэтами Республики Коми. Когда читатель заходит в библиотеку, то он видит 2 этажа, а для сотрудников библиотеки их целых 7. Там хранятся книги, газеты, журналы. Для посетителей библиотеки этот фонд открывается 1 раз в год в апреле на Библионочь. Для телезрителей Юрган библиотекари согласились показать секретные места. Этот цоколь. И вот здесь сделали эту дверь, она не была предусмотрена. Теперь пожарниками она предусмотрена. И мы с вами попадаем на 1-й этаж книгохранения. А вот здесь это лестница. Если вы хотите 7 этажей пощипать, вот по ней идите. Собственно, книгохранению принадлежит только 6 этажей, потому что один из этажей, 4-й, это выдача. Изначально здание рассчитано было на 500 тысяч книг. На сегодняшний момент в библиотеке насчитывается около 1 миллиона книжных изданий. Для экономии места внедрили вот такую систему рельсовых стеллажей. С каких годов здесь у вас фонд? Фонд у нас, газетный фонд, представлен с 1931 года. Это более 100 наименований. Как хорошо, что мы маленького роста. Да, это замечательно, да, потому что это очень большая проблема. Практически можно проводить кастинг по росту. Журналы книгохранения остались, начиная с 1946 года, а так в библиотеке с 1834 года. Самый старый наш журнал – это журнал Министерства народного просвещения, он хранится в фонде редкой книги. Покажите нам сейчас, какое самое старое издание у вас есть. Ну вот на этом ярусе у нас размещена периодика, и здесь у нас газеты. Вот я вам покажу самую старую нашу газету. Это газета «Правда» 1931 года. Давайте мы ее с вами посмотрим. С удовольствием. Да.
Ну, вы знаете прекрасно, что газета – это как раз отражение жизни каждодневное. Вот 8 октября. 1931 года. 1931 года. Ну вот, борьба за план в современный период. Жена боязни. Механический предатель. Новый звуковой фильм. Путевка в жизнь. Большая часть книжного фонда, конечно же, хранится в книгохранилище. Это 600 тысяч. Если мы посмотрим, сколько это протяженностью, то мы когда-то посчитали, что это 10 километров полок, на которых хранятся эти книги. То есть, если поставить вот эти все полки в длину, то это будет 10 километров. Да, друг за дружкой поставить полочки, это будет те самые 10 километров, то самое расстояние между Сыктывкаром и Эжвой. Расскажите, как можно найти определенную книгу среди огромного количества экземпляров? Ну, конечно же, в библиотеке есть свои секреты, есть свои правила, да. Вот если мы подойдем и возьмем любую книжку с полочки, да, вот. И все, наверное, видели и, может быть, задавались вопросом в углу какие-то непонятные значки. А на самом деле это как раз адрес книжки, так называемый шифр. В книгохранилище у нас книги, поскольку их очень много, они хранятся по порядку их поступления в библиотеку. Вот в данном случае это 166 830-я книга, поступившая в библиотеку. Произошло это в 1949 году. Вот она у нас стоит в этом порядке. А также здесь мы видим 68 и Н64. 68 – это отрасль знания. В данном случае это военное дело. Суворовская наука побеждать. Сейчас мы находимся в отделе абонемента. Здесь находится художественная литература, которая выдается на дом. Здесь есть книги, которые выпускались даже еще в прошлом году. Вот, например, эта книжка «Стрим». Я ее, кстати, читала. И здесь есть даже про коронавирус. Магазины, которые у нас сейчас находятся в нашей шаговой доступности. Вот это «Спросите Фанни». Тоже. Прошлого года выпуска, позапрошлого. Национальный бестселлер 2021 года. Мы с вами смотрели газеты 1930-х годов, но в то же время в библиотеке есть и современная литература. Раньше абонементы были бумажные, сейчас же читатели пользуются пластиковыми картами. Вот сюда я буду прикладывать, да? Достанем сначала из моего бизнес-кошелечка. Так, кладем. Многие процессы сейчас делает техника, но все же человек занимает значительную роль в этих движениях. Техника дошла до того, что даже не нужно записывать ручкой название книги, а необходимо просто приложить ее к сканеру. Я люблю читать книги, и я их периодически покупаю. Вот это, например, стоит 616 рублей, но вы можете не покупать, вы можете прийти в библиотеку, взять ее на время, прочитать и принести обратно. В отделе иностранной литературы есть вот такие уютные места. Можно взять книжку и расслабиться с ней прямо в качелях. В отделе литературы на иностранных языках находится литература на 100 языках мира. Самые популярные – это, конечно, немецкий, английский и французский. А в топе популярных сейчас еще португальский, испанский, итальянский. И в последнее время к нам часто приходят за азиатскими языками – корейский, китайский, японский. У нас все сотрудники владеют иностранными языками. 3 языка – немецкий, английский и французский. В
Национальной библиотеке даже есть услуга патентования. Здесь можно установить право на интеллектуальную собственность. Изобретатели, предприниматели это делают для того, чтобы закрепить за собой авторство и для того, чтобы третьи лица без разрешения не могли использовать чужой интеллектуальный труд. Зарегистрировать можно как декоративно-прикладное искусство, результат декоративно-прикладного искусства. Да? Вот те же сувенирную продукцию можно зарегистрировать. Кто-то регистрировал такие технические решения, как болотолыжи. То есть это лыжи, которые могут ходить по болоту. Это тоже техническое решение, которое было зарегистрировано как полезная модель благодаря услугам нашего центра. Патент выдается у нас на что-то новое, то есть на сегодняшний день еще не существующее. Он проверяется на аналоги, которые у нас существуют в Российской Федерации и за рубежом. Поэтому ваше изобретение, которое вы будете регистрировать, оно должно быть новым. Начиная с 2015 года мы подключились к такому международному проекту, как «Школьный патент. Шаг в будущее». И на территории Республики Коми мы проводим такую пропаганду интеллектуальной собственности среди молодежи. И вот этот конкурс, он позволяет нам проводить ряд мероприятий по популяризации этой деятельности и привлекать школьников к этой работе. Вот, например, одна из школьниц получила патент на изделие по развитию моторики рук. Их можно развязывать, завязывать, собирать по размерам. Также в отделе патентно-технической и экономической литературы много новинок. Это и книги по инновациям, литература по бизнесу, в том числе современная. Например, как управлять сотрудниками на удаленке. Раньше в библиотеке фотографировались для того, чтобы засвидетельствовать какое-то событие. Есть кадры 1960 года, где работники Коми республиканской библиотеки имени Владимира Ильича Ленина убирают снег во время субботника. Вы только посмотрите, как элегантно они это делают. В юбках и с лопатой, мед для глаз. Сейчас в интерьерах Национальной библиотеки проводят настоящие фотосессии с множеством кадров, с пышными нарядами, а на свадебных машинах специально приезжают к библиотеке, чтобы сделать фотографии на фоне огромных колонн. Библиотека в 2022 году – это место не только для ума, но и для отдыха, развлечений и красоты. В Национальной библиотеке есть отдел краеведческой и национальной литературы. Здесь размещена литература финно-угорских народов, книги на коми-языке, издания по истории, культуре, фольклору, экономике, географии Республики Коми. Отдел краеведческой национальной библиотеки в этом году уже 60 лет функционирует в стенах библиотеки. В нашем отделе фонд более 6 тысяч изданий хранятся. С 2021 года в отдел присоединена финно-угорская литература, то есть фонд финно-угорской литературы. Мы очень рады, что у нас читатели – это краеведы, научное сообщество. В последнее время очень большой интерес проявляют молодежь к истории, культуре и корням. То есть очень много тех, кто занимается родословием. Конечно же, мы пришли в библиотеку не просто так. Я прочитала книгу, и сейчас мы будем ее сдавать. И в 2022 году не обязательно даже подходить к стойке. Есть электронные варианты сдачи книги. Вот мы сейчас вставим читательский билет. Возврат. Положите книги на полку. Угу. Готово. Ну и все. Получается, мы вернули уже книгу. В этом году в Национальной библиотеке прошла «Библия-ночь». Гости участвовали и в увлекательных квестах, и национальных играх, творческих мастер-классах, экспериментах по преображению, а вишенкой на торте стал розыгрыш призов. Одна из площадок была названа «Купеческим кварталом», прогулявшись по которому гости узнавали, кто такие целовальники и черепаны, чем торговали коми-купцы и какой путь они проходили, чтобы доставить заморский товар.
На другой площадке читателей ждал музей книжных артефактов, и можно было пообщаться с нумерологом и узнать о себе много нового и неожиданного. Детям и родителям тоже было чем заняться. Для них организовали интерактивное занятие по сказкам Чуковского. В финале мероприятия состоялось фаер-шоу. Никто не пострадал.